Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Лето в Якутии хоть и жаркое, но очень короткое. Именно поэтому для дорожников это особенно жаркие дни. Идет самая активная фаза строительного сезона. Важно успеть сделать все быстро и качественно. Жители региона лояльно относятся к временным неудобствам с перекрытием дорог, потому что понимают, что все ради того, чтобы комфортно передвигаться потом по отремонтированным улицам. И сегодня в эфире мы обсудим все самые актуальные вопросы с гостем программы, министром транспортно-дорожного хозяйства нашей республики Владимиром Сивцевым. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый день, Ирина. Ну, начну, пожалуй, с столицы нашей республики, города Якутска. В этом году у города как никогда грандиозные планы на ремонт 29 улиц. Вот все ли укладывается в срок? Да, значит, у нас действительно в городе Якутске беспрецедентный объем работ в этом году. Более почти 50 километров дорог должны быть отремонтированы. Это в 2 раза, чем в прошлом году. Да и вообще в целом, наверное, последний раз там порядка только 30 километров дорог были отремонтированы в рамках подготовки к детям Азии там, далекого 2016 года. Сегодня у нас по всем улицам города Якутска, по объектам текущего года, все контракты заключены. По всем объектам практически уже начаты работы. Горожане уже могут видеть первые результаты, где уже порядка 17 улиц. На 17 улицах уложен новый асфальт. Здесь нужно отметить, что вот работы после укладки асфальта еще продолжатся работы по благоустройству, соответственно, разметке, установке дорожных знаков и так далее. Но для удобства горожан эти дороги открыты сейчас. Хотелось бы еще раз также все-таки обратиться к жителям города, горожанам, что вы с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Действительно, 50 километров дорог в этом году практически. И еще по городу Якутску до 2024 года мы порядка 154 километров должны отремонтировать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно прямо сейчас, позвонив в студию по номеру 841 12 14 39, или отправив сообщение текстом на WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Причем вопросы на WhatsApp мы начали принимать до эфира. И вот тут есть вопрос города Якутска как раз по поводу улицы Новосайсарская. Почему ее не ремонтируют, хотя бы прошлись бы грейдером? Ну, по улице Новосайсарская хотел бы отметить, что пока в планах дорожных работ города Якутска данная улица не в планах как бы, до 2024 года, но, значит, обратимся к городу, обязательно попросим их провести в рамках текущего содержания и эксплуатации, пройтись действительно там, может быть, грейдером, если есть такой запрос у жителей. Но хотелось бы отметить, что по Сайсарскому округу сейчас ведутся работы по улице Ильминская, Винокурова, и в планах еще улица Лонгинова и Устах Избекова. Но там же переходящая работа, да, на следующий год, насколько я понимаю. Да. Потому что вот я сама живу на Ильминской, и, по-моему, в этом году они не успеют ничего сделать. Совершенно верно. На сегодняшний день по улице Ильминской и Винокурова как раз ведутся работы по переносу сетей инженерных. Это и газопроводы, соответственно, и электросети, для того, чтобы мы вот в этом году по поручению Арсения Сергеевича мы отработали таким образом, что в городе согласованы планы с ресурсоснабжающими организациями так, чтобы после укладки нового асфальта не получилось так, что нужно доставать какую-то трубу. Да, чтобы доставать какую-то трубу. Поэтому в первую очередь сейчас идет подготовка, перенос и, соответственно, водоотведение планируется. И в следующем году будет уже асфальт. Спасибо. Вот еще пришел вопрос на WhatsApp из Верхоянского района. В Батагае на дорогу тратят миллионы, а она через 3 дня опять как стиральная доска. Скребут дорогу по сухому, надо бы полить перед этим. Вторая проблема, то, что КАМАЗы фекальные гоняют под 100 и балансиром разбивают дороги.
Вот, ну, жалоба, не жалоба, вопрос, не вопрос. Да, здесь нужно конкретно разбираться, какая это дорога, региональная или муниципальная. Если говорить о региональных дорогах, то там обслуживает эти дороги, как и во всех арктических районах, у нас казенное предприятие «Дороги Арктики», и мы с прошлого года, начиная с прошлого года, усиливаем их материально-техническую базу, закупаем сейчас технику для Нижнеколымского участка, в прошлом году закупили. И вот начиная с конца этого года и на следующий год будем усилять и укреплять базу именно вот Верхоянского района. Ну, сейчас очень модное слово — это нацпроекты, да, у нас нацпроект «Безопасные и качественные дороги» автомобильные, это так называется нацпроект. Вот как этот проект работает в Якутии, да, и ну, что мы получаем за счет него, как реализации? Да, благодаря, значит, президенту страны сегодня в рамках нацпроектов у нас беспрецедентное как бы дорожное строительство и в целом развитие инфраструктуры, да, транспортной. Ну и в рамках вот национального проекта «Безопасные качественные дороги» в целом мы уже к отремонтированным пройдены. Вот в прошлом году мы в общем целом по республике сделали 535 километров дорог, отремонтировали, в том числе с учетом федеральных, региональных, муниципальных. И еще к этому мы планируем порядка 1000, до 2024 года еще 1063 километра региональных дорог, и в том числе из них 150, как я уже говорил, километров в городе Якутске. И, соответственно, порядка еще наши упрдоры федеральные планируют на федеральных трассах еще отремонтировать, привести в нормативное состояние еще порядка свыше 900 километров. То есть вот эти вот возросшие объемы ремонта дорог, они во многом благодаря все-таки национальному проекту? Да, во многом благодаря национальным проектам и президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Хорошо. А как реализуется проект внедрения интеллектуальной транспортной системы в Якутске? Вот что это такое вообще? И подробнее можно узнать? Да, интеллектуальная транспортная система будет внедряться в городе Якутске. Она поможет нам в первую очередь регулировать транспортные потоки, синхронизировать работы и мониторить, и, соответственно, регулировать работу также аварийных служб эксплуатации и, соответственно, регулировать, более быстрее реагировать на какие-то дорожно-транспортные происшествия, соответственно, регулировать пробки в городе и, соответственно, информировать, в том числе, как наглядными, значит, системами, которые на улице будут стоять, так и электронном приложении. Соответственно, можно будет посмотреть, где лучше, как лучше построить свой маршрут по городу Якутску. То есть, ну, не по навигатору, а по этому приложению, потому что оно будет быстрее. Да, оно будет в том числе и погодные условия, и транспортный поток, интенсивность транспортного потока, и, соответственно, позволит отслеживать в том числе и регулировать светофоры, отслеживать, где сколько раз там прошли вот, снегоуборочные машины, например. А когда она внедрится? Мы сегодня, вот в этом текущем месяце, значит, заключаем контракты на первую, значит, на поставку первого оборудования и создание платформы. Напомню, в прошлом году мы запроектировали эту систему. И в течение 3 лет, значит, наращивая улицами, где эта будет система установлена, в основном это по основным магистралям, такие как Лермонтова, Чернышевского, Пояркова. Ну, вот по данным основным магистралям в первую очередь будет внедрена эта система. В связи не так давно появилось видео, что открыли движение по дороге от ДСК до птицефабрики. Вот, но она выглядит незаконченной. То есть там все завершено, это полноценное открытие или какие-то еще работы будут проводиться? На сегодняшний день, да, улица Ивана Кульбертинова, значит, работы по нижнему слою асфальта завершены. Еще остаются работы по верхнему слою, по благоустройству, по, значит, выравниванию обочин, разметки, ну и так далее, по всем видам работ, предусмотренных контрактом.
до конца августа там работы будут завершены. А открыта она только лишь для удобства жителей, чтобы не создавать пробок в городе. И, Ну и, соответственно, наконец-то, там вообще асфальт нормальный. Да, на этой дороге. да, кстати говоря, это элемент, один из элементов пока, значит, объездных путей города Якутска. Вы знаете, мы сейчас пытаемся расшить узкие места. Соответственно, в этом году должна завершиться реконструкция окружного шоссе. И вот улицы на птицефабрике, на вот Кульбертинова, так называемый птицевод, еще старый Покровский тракт, это элементы, так скажем, объездной города Якутск. Значит, в дальнейшем мы планируем, значит, и расширить и Покровский тракт, как бы по поручению Асена Сергеевича. Мы от ДСК до поста ГАИ сделаем 4-полосный режим. Да, По 2 полосы в каждую Круто сторону. будет, очень удобно. Ну и вообще то, что там асфальт появился, там, я просто сколько помню, там никогда не было асфальта от ДСК Ну, до да, птицефабрики. это, я надеюсь, жители близлежащих районов к этим Оценят улицам удобство. оценят по достоинству. Ну и дачникам тоже удобно. Да, безусловно. А что с реконструкцией проспекта Ленина долгожданной? То есть вот, ну, улицы по краям вроде как сделали, а по проспекту Ленина не переедешь, и там как после бомбежки. Да, значит, сегодня по реконструкции проспекта Ленина, которая должна, ну, мы к 100-летию республики запланировали, сегодня мы получили экспертизу на проектно-сметную документацию. 4 августа, буквально вчера, разместились на торги. И, соответственно, планируем в сентябре заключить контракт. И, соответственно, там предусмотрена этапность, 3 этапа. И первый этап у нас запланирован от улицы Октябрьская до улицы Кулаковска. Сегодня там ведутся работы водоканала по реконструкции вот канализационных сетей. Поэтому все идет в рамках графика. Соответственно, друг друга не мешаем. Вот еще один вопрос от зрителей. Почему дороги строят у нас в 1 год, а облагораживают их, ставят ограждения и закатывают асфальт и пешеходные дорожки через год, а то и 2, как было на улице Воинская? Значит, таким образом, здесь нужно там разделить на 2 понятия. Когда есть контракт только на дорогу, да, и, соответственно, контрактом предусмотрено работать только по дорожному полотну. Да, и тогда, и, соответственно, вторым абсолютно отдельным контрактом в рамках благоустройства, которым сейчас тоже занимается город, отдельно по программе, для, значит, придания, так скажем, завершенного вида, да, всего, соответственно, отдельно отторговываются и заказываются работы по благоустройству там, вновь отремонтированного полотна, да, вдоль этой улицы. Вот. Есть другой момент, когда, да, действительно, в рамках контрактов подразумевается и дорожная одежда, и благоустройство. Вот там где-то действительно, может быть, там подрядчик не успевает. Но в целом здесь, наверное, вот конкретно, если брать по Воинской, это отдельно, 2 отдельных вида контрактов. 2 отдельных контракта Да, просто. да. Вот еще один вопрос на WhatsApp. Почему в других городах дорожники работают не только днем, но и ночью? А у нас в Якутии не так, а у нас короткий строительный сезон. Ну, здесь у строителей свой график производства работ. Если они успевают, то им не обязательно выходить ночью. Вот если бы они не успевали, тогда да, действительно. Ничто не мешает, в принципе, ночью работать, но если ты... Чисто теоретически, да, тем более в июне, когда у нас белые ночи, или там на севере, где полярное лето, вообще им На отдельных сам Бог стройках. велел 2 смены работать. Ну, значит, на самом деле на отдельных объектах, да, не дорожной отрасли, как бы, строители работают в 2 смены, да, но здесь просто нет там производственной необходимости, может быть, потому что график согласован, график. Есть еще и технологические моменты, да, то есть сначала нужно подготовить полотно, потом оно должно, соответственно, провести работы по утрамбовке, асфальт положить, там, соответственно. Есть технологические процессы, которые нарушать тоже нельзя. Вот вопрос, который чаще всего задают якутяне, почему дороги, которые сделали год или 2 назад, сегодня опять требуют ремонта? Здесь
несколько причин. Как бы, ну, первая, основная, объективная причина действительно у нас это наши природно-климатические условия. Да, и, Вечная мерзлота, да, которой мы всегда все есть оправдываем. оттайка грунтов, значит, и, возможно, ну, перепады температур. А есть вторая причина, это все-таки несоблюдение весовых норм. Здесь у нас, кстати говоря, по этому поводу мы с городом сейчас проводим работу, с окружной администрацией проводим работу по регулированию этого процесса. И отдельно у нас уже по дороге УМНОС в сентябре уже месяце заработает автоматический пункт весогабаритного контроля, который также будет регулировать тяжелые грузовые машины, которые по въезду в город. И продолжим эту работу в последующий год. Есть третья причина, это, значит, проектные решения, либо проектные ошибки, когда есть у ресурсников, там, например, труба, например, не так глубоко залегает, или наоборот, там может быть неправильно уложена. Я напоминаю, что сегодняшний выпуск мы подготовили при помощи коллег из Центра управления регионом. Они отобрали самые актуальные вопросы по теме ремонта дорог для нашего гостя. Вот следующий вопрос такой: когда планируется ремонт внутридворовых дорог? Будет ли какой-то проект, который сможет раз и навсегда решить эту проблему? Ну, за города Якутска, я так понимаю, вопрос. Да, это полномочия окружной администрации, но хотелось бы здесь отметить, что благодаря вот решению Арсения Сергеевича городу Якутску дополнительно выделены 150 миллионов рублей для проведения, значит, асфальтирования и благоустройства вот дворовых территорий. И я думаю, эта работа будет планомерно продолжена сегодня и на Бестужево-Марлинского, и на 202 микрорайоне, и в других дворах, я думаю. Но нас смотрят не только в городе Якутске, но во всей Якутии, и ремонт дорог идет не только в столице. Расскажите, в каких еще районах масштабные работы сейчас идут? Ну, значит, хотелось бы сказать, что основные работы на сегодняшний день ведутся у нас в Таттинском, Тампонском, Хангаласском районах. Сегодня, ну, например, асфальтируется дорога между Покровском и Максоголохом возле села Улаханан. Значит, работы также ведутся. Отдельно хотел бы отметить, что по мостовым переходам у нас вообще мы с прошлого года, соответственно, самое пристальное внимание начали уделять круглогодичному сообщению и, соответственно, строительству и ремонту мостовых переходов. И сегодня наряду, как и по федеральной трассе, было введено в прошлом году 4 моста, еще 8 было в прошлом году введено, по 4 на региональных дорогах и на муниципальных дорогах, соответственно. И в этом году мы планируем еще 13 мостов. У нас, соответственно, планируется начать работы, обеспечить, допустим, круглогодичным сообщением село Сюльдюкар, значит, отремонтировать аварийные мосты в Амгинском районе по дороге до Аннеса. И 3 крупных моста, которые мы сейчас ремонтируем, это через реки Аллахюнь в Усмайском районе, через реку Нюя в Ленском районе и реку Менкуле в Тампонском районе на автодороге Яна. Ну, это масштабные такие тоже большие, крупные объекты по миллиардной стоимости. И они позволят нам круглогодичное сообщение обеспечить. И мне говорят, что у нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте вопрос. Здравствуйте. Народный депутат Амосов Петр Ивольдович. Слышно, да, меня? Слышно, да. Вот у меня вот такой вопрос. По своей территории Усть-Алданского района, да, так как я являюсь депутатом,
Вот смотрите, содержание республиканских автомобильных дорог, да, это называется Барагон и Майя. То есть, в частности, Барагонцы-Сотинцы и Барагонцы-Тюнгулю, да, республиканского значения, они крайне нехорошем состоянии, сразу могу сказать, да, и все же, когда мы проведем и в плане стоит капитального ремонта, реконструкции или лучше, конечно, асфальтобетонного покрытия? Спасибо. Спасибо за вопрос, Петр Григорьевич. Значит, да, там две дороги у нас, значит, это дорога Барагон, от барагонцев до сотинцев, и дорога Мюрю, от барагонцев до Тюнгюлю. Значит, по дороге Барагон у нас, к сожалению, с прошлого года еще начиная, в связи с таким, скажем, ну, плохим финансовым состоянием подрядной организации, значит, пришлось нам перенести 14,5 километров дорог ремонта вот по дороге Барагон на следующий год. То есть в этом году они выпали, мы перенесли их на следующий год и обязательно эти работы проведем. И по автомобильной дороге Мюрю у нас дополнительные, значит, ну, мы и так планируем там порядка 50 километров, но и, соответственно, еще дополнительно были выделены федеральные средства, и мы порядка там 4,5 километров еще дополнительно планируем. В целом, в рамках вот подготовки к спортивным играм мы отдельное пристальное внимание смотрим, в том числе и на внутренние дороги, внутрипоселковые дороги. Обязательно закончим там, значит, ремонт улицы Лонгинова, дорога, которая ведется к стадиону. Ну, соответственно, дополнительно будем смотреть и дополнительно будем решать в рамках подготовки к играм дополнительное финансирование работы. Спасибо. Но не за горами уже осень, и первый снег может легко пойти во время строительного сезона. Вот расскажите, пожалуйста, про технологию укладки асфальта. Все-таки можно асфальт класть в снег или нельзя? Или сейчас вот новые технологии, ничего страшного, снег кладут? Согласно требованиям и нормативам, асфальт можно класть при температуре минус 10 градусов. Дополнительно, соответственно, необходимо очистить и, соответственно, покрыть битумом, и, соответственно, уже можно укладывать асфальт. Но в этом году мы имеем контракты все до 31 октября, все должны быть работы выполнены. И я надеюсь, сегодня мы идем достаточно хорошим темпом, и я надеюсь, таких случаев у нас в этом году не случится. Еще один вопрос из WhatsApp, с горячей линии нашей. Почему в городе делают так много кольцевых развязок, если наши водители не умеют по ним ездить? Может быть, нужно провести какую-то совместную работу с ГИБДД? Ну, на самом-то деле мировая практика показывает, что кольцевые развязки наиболее самые безопасные, меньше всего регистрируются там дорожно-транспортных происшествий. Но вот кольцевые развязки в том числе, ну, первое, безопасны, а во-вторых, они очень хорошо разгружают транспортный поток, да, и, соответственно, не создают пробок, не создают отдельных там неудобств каких-то. Поэтому кольцевые развязки планируются вот на Вилюйском тракте. Кольцевая развязка уже, вы знаете, сделана и вот в районе улицы Свердлова. Ну и будем смотреть также, где это необходимо, где это позволяет планировка территории, то мы будем смотреть. Ну вот начало Цивилевского шоссе, там вот эта кольцевая, которая новая появилась. Возле Гемиина. Возле Гемиина, да. Ну вообще, раньше спокойно люди приезжали прямо, теперь нужно это все объезжать. Сейчас практика покажет, мы будем наблюдать и отдельно для себя помечу тогда этот вопрос, посмотрим, как там
У нас же все-таки и статистика ведет СИКПО. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать интересующий ваш вопрос нашему гостю можно, позвонив по номеру 841 12 42 14 39, или отправить сообщение по номеру 8 914 235 05 02 в мессенджере WhatsApp. Вот еще один вопрос от зрителей. Когда-то мэрия Якутска обещала построить 11 километров велосипедных дорожек. Но, увы и ах, все было только в планах. Получат ли велосипедисты законное место для проезда хотя бы в центре? Ну, значит, по планам мэрии на сегодняшний день вот в рамках окружного шоссе, значит, планируется порядка 3 километров велосипедных дорожек вот, по окружному шоссе, по проспекту Ленина, вот, проектом реконструкции, также порядка 2,5 километров велосипедных дорожек отдельно будет отмечены и выделены как бы, да, велосипедные дорожки вдоль проспекта. Но в целом, насколько я знаю, по планам, эти планы у городской администрации сохраняются, они до конца 2024 года планируют все-таки 11 километров велодорожек сделать. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Я бы хотел уточнить вопрос по поводу рамок весового контроля для больших грузов. Где планируется их устанавливать? Спасибо. В сентябре, я повторюсь, в сентябре месяце текущего года начнет работу автоматический весогабаритный контроль на, значит, автомобильной дороге у нас. Это возле Немигюнцев. Село Немигюнцы, Хангаласского Село района. Немигюнцы Хангаласского района. Паромная переправа из Якутска в Нижний Бестях в этом году работает неожиданно хорошо. То есть, ну, все организовано, склоки, ссоры остались в прошлом, организованная очередь. Вот чего не скажешь о переправе вот оттуда, с той стороны, из Нижнего Бестяха в Якутск. Что будет сделано, чтобы облегчить жизнь якутян? Ну, самое главное, да, мы создали альянс перевозчиков парома Якутии. Удалось договориться всем перевозчикам о едином расписании, значит, о слаженной, организованной и безопасной работе на причалах. Да, действительно, накопитель со стороны города Якутска зарекомендовал себя с хорошей стороны. Что касается Нижнего Бестяха, там тоже мы сегодня уже завершаем работу по созданию накопителя. Порядка 170 легковых, 42 грузовых автомобиля будет вмещать этот накопитель. Подготовлена территория, уже огорожен, поставлены, значит, ограждения устанавливаются видеокамеры, диспетчерский пункт. Сейчас будут установлены, завершая установка шлагбаумов, и в тестовом режиме он заработает, скорее всего, уже со следующей недели, с понедельника. Есть небольшие отставания, но мы планируем, что со следующей недели накопитель... Уже с понедельника, классно. Да, уже будет работать. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Как у нас обстоят дела с улицей Ильминской? Ильминская опять. С Ильминской? Да, с Ильминской. Значит, по Ильминской на сегодняшний день ведутся работы по переносу инженерных сетей, сети газоснабжения, электроснабжения. Как только эти работы будут завершены, со следующего года планируется начать работы по укладке, по ремонту дороги и, соответственно, с тротуарами, с водоотведением, с освещением. Ну, там такой достаточно капиталоемкий проект. Наконец-то появятся тротуары. Да, там будет действительно хорошее водоотведение, соответственно, которое позволит нам подольше сохранить качество дороги. Еще один вопрос, который поступил нам на WhatsApp. Я хочу заниматься перевозками пассажиров из района в город Якутск. У меня легковая автомашина. Нужна ли мне лицензия или разрешение? Да, значит, для перевозки, для получения лицензии на перевозку пассажиров, да, можно обратиться в любой офис «Мои документы».
либо через портал Е-Якутия или портал Госуслуги подать заявку и, соответственно, получить лицензию на перевозку. Если эта перевозка превышает 8 человек, ну, планируется перевозить больше, чем 8 человек, то данное разрешение выдается Северо-Восточным межрайонным управлением значит, автомобильного надзора, который находится в городе Якутске. Ну и тема у нас сегодня была посвящена дорогам, но поскольку вы министр всего транспорта, не могу не спросить, как дела у нас с реконструкцией взлетной полосы в Якутске, потому что, ну, понятно, сейчас ограничено все, цены на билеты из-за этого поднебесные. Вот, то есть когда все-таки, все ли в срок идет? Да, спасибо за вопрос. По взлетно-посадочной полосе города Якутска, непосредственно по самой полосе, работы завершены. Вот буквально недавно завершены работы. Сейчас значит, ведется работа по подготовке исполнительной документации для того, чтобы зайти в Ростехнадзор, соответственно, получить заключение о соответствии и пройти сертификацию полосы. Остаются работы еще там отдельно по очистным сооружениям, но они идут параллельно, будут осуществляться параллельно, они не влияют на Эксплуатацию полосы. Да, на взлет-посадку, соответственно, не влияют. Поэтому мы сегодня ставим вопрос и, соответственно, в еженедельном режиме ускоряем значит, процесс согласования и планируем завершить эти работы к началу сентября. То есть опережая график, да? На месяц раньше, чем мы ранее до этого планировали. Должны были к октябрю завершить. Должны были к 1 октября завершить, но вот с учетом сложившейся ситуации, достаточно напряженной и сложной, вот, связанной и с задымлением, и с короткой полосой, и с недостаточностью воздушных судов, для удобства пассажиров мы значит, отрабатываем сейчас с федеральными органами, с заказчиком работ, чтобы эти работы были завершены пораньше, как можно раньше. То есть есть вероятность, что в сентябре уже смогут большие самолеты мы летать, и цены, может быть... Мы к этому стремимся и прилагаем все усилия. А вы как-то вот на цены влияете, на авиабилеты? Нет, Или это перевозчики вот сами как хотят, как им Бог на душу положит, и устанавливают? Значит, тарифы на авиаперевозки устанавливаются постановлением правительства Российской Федерации, и далее уже, значит, рассчитываются, исходя из первое, ну, исходя из типа воздушного судна, значит, затрат вообще в целом на эксплуатацию, затрат на авиационные сборы, цен на авиатопливо, на аэропортовые сборы, ну, соответственно, основной фактор у нас это авиатопливо, цена на авиатопливо. Вот он влияет. Если говорить о том, что почему сейчас такие цены высокие, то, значит... Потому что традиционно в августе всегда дорожают билеты, но не настолько же, как в этом году. А это, ну, значит, это уже там оставшееся небольшое количество, там порядка там, 10% тех билетов, которые остались, да, то есть авиабилеты по низким тарифам уже, к сожалению, практически сразу же выкупают, как только они поступают в продажу. Люди заранее их покупают. И, конечно, безусловно, если ты день в день или там, за неделю до вылета остаются только, к сожалению, дорогие билеты. Сегодня, значит, на самом-то деле, ну, из-за недостаточного количества воздушных судов, которые могут летать на короткой полосе, соответственно, ощущается существенный недостаток самих билетов. Да, вот, плюс еще, значит, перенос оплаты проезда в отпуск, который был в прошлом году в связи с ковидом, перенесен право на проезд в отпуск для жителей, проживающих в районах Крайнего Севера, согласно трудовому законодательству, перенесено с 2020 на 2021 год, то есть продлено. Соответственно,
желающих уехать в отпуск, конечно, безусловно, стало А больше. субсидированные билеты до конца года еще будут или все? Да, значит, мы сегодня отработали с Минтрансом, с Минтрансом России. Минтранс России проводит работу уже на уровне правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств на субсидирование как льготной категории граждан, так и всех дальневосточников. Я ранее уже говорил, но вот мы ожидаем это решение к концу августа, может быть, началу сентября. Все ждем, надеемся, держим кулаки. Спасибо вам за интересную беседу. Время подошло к концу. Мы все очень надеемся, что в Якутии будет еще больше асфальтированных дорог, отремонтирована полоса. Удачи вам в работе. Спасибо большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.